Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии Сергей Дорофеев. Смотрите сегодня. О, ё-моё! Пожар! Пожар на Алма-Атинских башнях-близнецах. 6 человек погибли. Их тела обнаружили пожарные после того, как огонь все-таки потушили. 300 матерей-героинь в одной отдаленной кыргызской деревне. 9 детьми здесь никого не удивишь. Старшие дети учатся с утра. Я отправляю их в школу и остаюсь дома с младшими. Муж тоже с раннего утра на работе, поэтому он мне не помогает. Бои в Мосуле. Под перекрестным огнем десятки тысяч местных жителей. ООН сообщает, что боевики ИГИЛ сотнями казнят заложников. 180 человек были расстреляны на восточной окраине Мосула. 200 человек были убиты в самом городе. Мне 24 года, я уже болею 9 месяц. Эпидемия туберкулеза в России наносит удар по среднему классу. В первых рядах заболевших благополучные молодые люди. Смертность бьет все рекорды. Это будут социально благополучные люди. 21 год тюрьмы с конфискацией имущества. Такой приговор вынес казахстанский суд 55-летнему чимкентскому бизнесмену Тахтару Тулешеву. Владельца пивоваренного завода обвинили в попытке государственного переворота. Также ему были предъявлены обвинения по 16 статьям Уголовного кодекса. Среди них создание международного преступного сообщества, руководство вооруженной группой, похищение, убийство и разбой. На скамье подсудимых вместе с Тулешевым офицеры вооруженных сил Казахстана, сотрудники правоохранительных органов и даже бывший заместитель генерального прокурора. Всех их приговорили к длительным срокам тюремного заключения. Окончательно определить Тулешеву наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях с отбыванием исправительной колонии строгого режима. В соответствии со статьей 49 УК РК лишить Тулешева воинского звания полковник, а также внести представление президенту Республики Казахстан о лишении осужденного Тулешева государственной награды ордена Хурмет. Перед судом предстал также сын предпринимателя Тулешева, Тулиген, но в отличие от отца его освободили из-под стражи, приговорив к 5 годам условно. Тулешев-старший, кроме того, признал свою ответственность за попытку дестабилизации ситуации в Казахстане во время недавних акций протеста против так называемой земельной реформы. По его словам, он лично передал $100 тысяч для организации беспорядков. Сильнейший пожар в южной казахстанской столице, городе Алма-Ата. Загорелись, как их называют, Алма-Атинские башни-близнецы, крупнейший бизнес-центр города. Пожарные эвакуировали несколько сотен человек, однако жертв избежать не удалось. Погибли 6 человек рабочих, ремонтировавших кровлю. О, ё-моё! Пожар! Вы видите кадры любительской съемки. Пожар начался поздним вечером и мгновенно охватил почти 2000 квадратных метров. Тушило башни-близнецы рекордное число спасателей, почти 150 человек. После того, как огонь был ликвидирован, в грудах мусора пожарные обнаружили 6 обгоревших тел. Причины происшествия пока не установлены. Скорее всего, как считают эксперты, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Крупный пожар произошел и в Бишкеке. Примерно в эти же часы, что и в Алма-Ате, загорелся склад горюче-смазочных материалов. Дым от колоссального пожара было видно практически со всех концов города. Склад какой-то горит. Информацию дали, вот на дорогу перекрываем, чтобы безопасность граждан и водителей. Избежать катастрофических последствий удалось благодаря действиям добровольцев, которые, несмотря на огонь, успели выкатить, как вы это видите сейчас, большую часть бочек с горючим. Тушение пожара заняло около 10 часов. К счастью, в отличие от Алма-Аты, от огня в кыргызской столице никто не пострадал. Сразу 300 матерей-героинь живут в одном из сел в кыргызской глубинке. У одной из самых молодых из них 30-летний Тазагуль, 9 детей. Но этому в деревне не удивляются. В Карабаке в каждой семье минимум по 5 детей, рассказывает моя коллега Жебек Бегалиева. На руках у Тазагуль самый младший ребенок, малышу всего 6 месяцев, а самый старший сын уже ходит в 6 класс. Всего у 30-летней женщины 9 детей. Старшие дети учатся с утра. Я отправляю их в школу и остаюсь дома с младшими.
Муж тоже с раннего утра на работе, поэтому он мне не помогает. К счастью, говорит Тазагуль, дома есть стиральная машина. Полуавтоматическая, правда, но и ей хозяйка рада. У многих женщин в селе нет даже самой простой стиральной машины. Поэтому, по словам Тазагуль, ее землячкам приходится тяжело. Много детей в селе. Нет таких, у кого по 2-3 детей. У всех 5-6 детей. Поэтому 30-летний Тазагуль с 9 детьми в селе никто не удивляется. В деревне Карабак только официально зарегистрировано около 300 матерей-героинь. У нас 263 матери-героини. Кроме того, медалями «Материнская слава» отмечены более 200 семей. Всего в деревне Карабак живут около 8 тысяч человек. Только в этом году в школу пошли более 500 первоклассников. То, что население села растет так быстро, свекровь Тазагуль только радует. 9 внуков, по ее мнению, еще не предел. Невестка, говорит бабушка Батма, вполне может родить ей еще пару внуков. Внуки у меня самостоятельные, помогают мне, кормят меня, водят по двору. Невестка, слава богу, носить детей на руках не заставляет. Говорит, что будут руки болеть. Сама Тазагуль, впрочем, считает, что рожать она уже, скорее всего, не будет. Тюбек Бегалиева, Денис Айдаров. Настоящее время. Баткенская область. Кыргызстан. В Таджикистане отметили День Конституции. В этом году празднование было особым. Главный закон страны в последнее время кардинально изменялся. Теперь президент Эмомали Рахмон официально стал лидером нации и отцом государства. Также, согласно новой Конституции, его старший сын сможет наследовать президентское кресло от отца. Поправки даже были воспеты местными звездами эстрады, специально сочинившими песни по этому поводу. Рассказывает Анушервон Арипов. Праздновать День Конституции в Таджикистане начали с 10 утра. В разных районах столицы проходили музыкальные концерты, организованные местной администрацией. На этих мероприятиях выступали кружки самодеятельности, начинающие артисты. 11-летняя Махваши Даврон мечтает стать известной певицей, и для нее этот концерт – прекрасная возможность заявить о себе и выступить перед большим количеством народа. Исполнила она песню о Конституции страны, которую для нее написал папа. Я пою на сцене с 1 класса. Мне поначалу было тяжело, а сейчас мне совсем не страшно выступать перед большим количеством народа. На сцену выходили любители и профессионалы. Горожане, пришедшие на концерт, могли увидеть и послушать вживую своих эстрадных кумиров. Совершенно бесплатно. В этот день звучали только патриотические песни о Таджикистане, независимости, Конституции. Но, несмотря на тематику, большинство довольно зажигательные. Самые энергичные душанбинцы могли не только слушать, но и танцевать, что они и делали. В отличие от других важных государственных праздников, День Конституции отмечают в непринужденной обстановке. Масштабных мероприятий не ожидается. В республике 3 выходных дня – суббота, воскресенье и понедельник. Столичная администрация призывает жителей воспользоваться хорошей погодой, не сидеть дома и выйти на народные гуляния. Сегодня в городе Душанбе объявлены народные гуляния, так что я со своими детьми сегодня планирую выйти погулять всей семьей. Праздновать будем. Будем отдыхать, праздновать, радоваться, что у нас все так хорошо. Вот сегодня тем более погода хорошая. Так что планируем дома. У нас дома будет праздничный обед в честь Дня Конституции. Ну и гулять по городу будем в эти дни. Конституция Таджикистана была принята на всенародном референдуме 6 ноября 1994 года. После этого в основной закон страны трижды вносились поправки. В последний раз это случилось в мае этого года. Эти поправки разрешают действующему президенту страны Эмомали Рахмону переизбираться на новый срок без ограничений. Они снижают возрастной ценз до 30 лет для кандидатов в президенты, что дает возможность старшему сыну Рахмона в 2020 году выдвинуть кандидатуру на пост руководителя страны, если, конечно, отец уйдет на пенсию. Поправки запрещают создание политических партий и объединений по религиозному и национальному признакам. Конституция определяет основные права человека и его свободы. Там и есть его характеристика нашего государственности, как независимого, как демократического, правового, светского и социального и унитарного государства. Поэтому эти характеристики
которые даны нашему государству, определяют все остальные законы нашей республики. Ни один закон в Таджикистане не может противоречить нашей Конституции. А в Конституции определены самые демократичные позиции почти по всем явлениям общественной жизни. Следующий государственный праздник, День национального флага, также отмечается в ноябре. Традиционно в этот день по всем городам столицы проходят шествия с флагами. Основные мероприятия в этом году, скорее всего, пройдут в столичном парке под одним из самых высоких флагштоков в мире, чья высота составляет 165 метров, а размеры флага 60 на 30 метров. Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Бои в Мосуле. Под перекрестным огнем десятки тысяч местных жителей. ООН сообщает, что боевики ИГИЛ сотнями казнят заложников. 180 человек были расстреляны на восточной окраине Мосула. 200 человек были убиты в самом городе. Мне 24 года. Я уже болею 9-й месяц. Эпидемия туберкулеза в России наносит удар по среднему классу. В первых рядах заболевших благополучные молодые люди. Смертность бьет все рекорды. Это будут социально благополучные люди. Организация Объединенных Наций обнародовала информацию о массовых казнях гражданского населения боевиками ИГИЛ в иракском Мосуле. Речь идет о сотнях расстрелянных заложников. Как сообщают представители ООН, боевики насильственно мобилизуют в свои ряды тысячи мальчиков, начиная от 9 лет. Также в качестве живых щитов используют курдских женщин, которые до этого находились в сексуальном рабстве у террористов. Мы продолжаем получать информацию о массовых казнях. Есть достоверные сведения о том, что 180 человек были расстреляны на восточной окраине Мосула. 200 человек были убиты в самом городе. Боевики удерживают 400 женщин в заложниках из курдских изидов и из шиитской общины. 1600 человек размещены в качестве живых щитов на линиях обороны боевиков. ИГИЛ также насильственно мобилизирует мальчиков, начиная от 10 или даже 9 лет, для боев в Мосуле. В пригороде Хамам-аль-Алил боевики распорядились отдать им всех детей. Они объявляют об этом через громкоговорители, угрожая расправой семьям, которые воспротивятся мобилизации. Тем временем десятки тысяч жителей Мосула и его пригородов оказались под перекрестным огнем. Вы видите кадры агентства Рейтер. Люди пытаются покинуть свои дома, в то время как иракская армия и боевики ИГИЛ ведут бои в одном из районов. Как заявляют те, кому удалось спастись, они были вынуждены бежать из-под обстрелов буквально босиком. Люди покидали свои дома, даже не успев взять вещи и документы. Многие из них голодают даже в лагерях для беженцев. Не спрашивайте нас о боях. Мой дом разрушен, в него попала мина. Дом моего брата разорвало на куски, там не осталось ничего. Мы уже много дней ничего не ели, мы не можем найти даже куска хлеба. Некоторые из моих детей все еще в ловушке там, в Мосуле. Я выбежала из дома без обуви и шла босиком. Подруга дала мне эти тапочки. Мы очень страдаем от холода. Сколько бы одеял нам не дали, нам по-прежнему холодно. Мы печем лепешки, потому что наши дети голодают. Мы здесь уже несколько дней. У нас нет ни хлеба, ни денег, чтобы купить еду. Они нам дали немного муки, и поэтому мы печем лепешки. Что мы еще можем сделать? Между тем, иракская армия, несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ, продвигается к центру Мосула. Под контроль взяты несколько кварталов на востоке города. Там сейчас идут зачистки и разминирование. Как сообщают в иракское командование, боевики минируют все, что только возможно. А это уже кадры, которые агентство Рейтер распространяет со ссылкой на специальные сети исламистов. На них боевики успешно отражают атаки иракской армии. О потерях наступающих войск точных данных нет, но если судить по кадрам, которые боевики ИГИЛ размещают в интернете, на сегодняшний день им удалось вывести из строя значительное количество боевой техники. Как вы видите на этих официальных кадрах иракских вооруженных сил, армия применяет в уличных боях тяжелые танки. Зачистку освобожденных районов проводит иракский спецназ. Однако не исключено, что в городском сражении участвуют французские и американские военнослужащие.
Ну а вот так встречают иракских солдат и ополченцев жители освобожденных кварталов. Они выражают свою радость, несмотря на то, что над их головами продолжают свистеть пули. Новый скандал в Украине. Друг президента, одесский губернатор Михаил Саакашвили подал в отставку. Такой шаг нельзя назвать неожиданным. В последнее время он жестко критиковал власть, в том числе и самого Петра Порошенко. Свое решение Саакашвили объяснил тем, что ему надоели невыполненные обещания президента. Меня так много еще никто в жизни не обманывал. И так цинично. В этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются. И пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. И о том, как последние события вокруг руководства области восприняли в самой Одессе, в репортаже Всеволода Ананьева. Борьба продолжается, и мы в этой борьбе обязательно победим. Спасибо большое, что собрались, и до новых встреч. Этими словами Михаил Саакашвили попрощался с одесситами. Он заявил о своей отставке. За спиной недостроенное здание морского вокзала. Здесь должен был начаться проект открытого таможенного пространства. Но, по словам Саакашвили, деньги разворовали. Это стало для губернатора последней каплей. Это не работа. И мне это очень надоело, и я от нее очень устал. Какая разница украинцам? Кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев? Кто их будет грабить? Инакиевский или Кононенко? Какая разница для украинцев? Кто будет все себе присваивать? Судьба таможенного пространства постигла многие начинания Саакашвили. Активисты, следящие за его работой, убеждают, губернатору специально создавали такие условия. И в Киеве, и на местах. Если бы хотели уволить, уволили бы еще в мае, когда он там ультиматум Порошенко сделал во время выбора Кабинета министров. Нет. Его просто лишали возможности для маневра. То есть все, что он делал, все блокируется различными путями. И вот сегодняшняя история, когда он там на морвокзале говорит про центр таможенного пространства, таможенный центр, просто украли деньги. На дороге просто не дали деньги. Изменили закон, чтобы центр обслуживания граждан не мог работать. То есть у него убирали все то, за что как бы фишки, которые для него являлись принципиальными. Одесситам поступок Саакашвили не понравился. Они считают, губернатор ушел, не повлияв на ситуацию в регионе. Это большая радость для одесситов. Почему? Потому что мне кажется, что он больше говорил, чем делал, как всегда. Не можешь справляться с своими обязанностями, уходи, оставь должность. Амбициозная фигура с претензиями на лидерство, на первое место в государстве. Но, видно, не судьба его. Кроме пиара, так реально мы не почувствовали ничего. Следующий будет, не останемся без начальства. Надо брать людей, те, которые здесь, местных, которые руководили. Они знают всю систему, то есть знают все сложности. А человек приехал, понимаете, в чем дело, и уехал. Вместе с Саакашвили в отставку подал и начальник областной полиции. Георгий Лордкипанидзе – один из ближайших соратников экс-президента Грузии. Другой член команды реформаторов, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, заявил, Украину они не оставят, будут продолжать политическую борьбу. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Туберкулез. В России этот диагноз теперь все чаще ставят людям в возрасте от 20 до 40. Раньше эта категория вообще не входила в так называемую группу риска. Что произошло? Из Санкт-Петербурга репортаж Юрия Баранюка. Меня зовут Георгий, мне 24 года, я лежу в больнице 6 месяцев. Меня зовут Жанна, мне 24 года, я уже болею 9-й месяц. Я Наташа, мне 32 года. Когда я узнала, что я болею, моему старшему сыну еще не было 3 лет, а дочери года. Это кадры с выставки «Вдохнуть и не дышать». У каждого из этих людей туберкулез, в том числе и у автора, 26-летней художницы Полины Синяткиной. Свой диагноз впервые она выслушала как приговор, а потом с удивлением узнала, что такой же вердикт врачи каждый год выносят тысячам других россиян. И это не наркоманы, бездомные, люди с ВИЧ. Туберкулез чаще всего бьет по тем, кто не входит в так называемую группу риска. В больнице можешь встретить кого угодно, потому что это в прямом смысле касается каждого. И это болезнь иммунитета. В Петербурге отметили такую тенденцию.
Болеют в основном не пожилые, а молодые люди. Если вовремя диагностировать туберкулез, в лучшем случае человек на год или два будет прикован к больничной койке. Чтобы победить инфекцию, в день такому пациенту могут давать до 30 таблеток, иначе летальный исход. В мягком климате можно прожить несколько лет, в суровом человек может погибнуть за несколько недель. Вот у нас в цифрах 1178 это всего заболело впервые выявленных случаев за 2015 год. Ну, наверное, где-то человек 150-200 это будут социально благополучные люди все-таки. Это показатели мегаполиса. В целом по стране из 100 тысяч россиян туберкулезом болеют 129 человек. Гораздо хуже статистика среди пациентов с диагнозом ВИЧ. Там счет идет на тысячи. Это официальные данные. Но медики могут только догадываться, сколько людей сегодня погибают от туберкулеза в России. Сотни больных умирают, так и не встав на врачебный учет или с другим официальным диагнозом. Как ни странно, показатели более-менее в норме у бездомных, то есть в традиционной группе риска. Но это результат последовательной профилактической работы. Чтобы получить право переночевать в ночлежке, надо сначала показать справку из тубдиспансера. В том, что это стало возможным, большая заслуга городских врачей и благотворительных организаций. Вместе они смогли преодолеть один из самых главных российских барьеров – административный. Наши подопечные делают это бесплатно, да, ночлежка дает им направление, потому что чаще всего люди, приходя в ночлежку, не имеют полиса, не имеют вообще никаких документов. Поэтому мы направляем их в ближайшую поликлинику, с которой в ночлежке есть договоренность о том, что они проходят флюорографию. Это происходит бесплатно. Само понятие «группа риска» надо расширять. Туда стоит внести трудовых мигрантов. По закону они проходят обследование только при появлении симптомов туберкулеза, хотя именно их южный иммунитет часто не готов противостоять инфекции в северном климате. И в новую группу риска стоит внести тех, кто сознательно не принимает профилактических мер. Когда мы делали анализ, выясняется, что у 45% граждан, которые обращались с теми или иными вопросами противотуберкулезный диспансер, флюорография не проводилась более 2 лет. И среди этих граждан выявляются уже формы бациллярные с большим распадом, то есть они нанесли не только вред своему здоровью, но еще и окружающим. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, пройти флюорографию. Второе, важно понимать, что туберкулез – это не болезнь сословий, а инфекция. Она быстрее всего распространяется там, где пренебрегают элементарными санитарными требованиями. И последнее, туберкулез ни в коем случае нельзя скрывать. Пока мы молчим об этом, пока мы не умеем об этом говорить, мы бессильны в борьбе с этой болезнью. Это подтверждают истории героев выставки «Вдохнуть и не дышать». Они все со счастливым концом. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.